6 апреля 2015 года город Грозный указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина был удостоен почетного звания «Город воинской славы». Хочу напомнить, дорогие друзья, что звание «Город воинской славы» присваивается российским городам за мужество, стойкость и массовый героизм в борьбе за свободу и независимость Отечества. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «В войнах». И кандидат исторических наук, известный телеведущий ЧГТРК «Грозный» Ислам Хатуев. И помощник мэра города Грозный Хаважи Хажмуратов. Маш Волшиш. Так, тема вам знакомая, друзья. Начнем? Готовы? И мой первый вопрос к вам, Хаважи. С чем город Грозный, столица Чеченской Республики, встретит свой день награждения званием воинской славы? С какими достижениями город Грозный встречает свое торжество? Вот такой вот первый вопрос. Прошу. Достижения у столицы Чеченской Республики, как нам известно, очень много. И с каждым днем их становится все больше по всем направлениям. Это стало возможным благодаря созидательному курсу главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который достойно следует созидательному пути первого президента героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Аминь. Грозный отличается комфортом, безопасностью, является центром притяжения инвесторов и туристов со всех уголков нашей страны и даже зарубежья. И такие именно направления именно в нашей республике развиваются благодаря слаженной работе всей команды Рамзана Ахматовича Кадырова, который достойно следует пути первого президента. И достижений, я думаю, что мы можем увидеть каждый день и по разным направлениям. Ислам. Думаю, что 6 апреля 2015 года произошло восстановление исторической справедливости, что город-фронт Грозный – ярчайшая, героическая страница в истории Великой Отечественной войны. Спрашиваю у вас, как у кандидата исторических наук, как человека, который писал и продолжает писать про те годы. Прошу. Несомненно, Ламали, это заслуженное, это восстановление исторической справедливости, это в этом спору быть не может. Я просто хотел бы дополнить Хаважи. Прошу, ваше право, прошу. Если телезрителям нашим интересно, маленькая справочка, вообще-то звание. Все, что касается города Грозного и Великой Отечественной войны, вы сами знаете, ты сам знаешь, я перейду на «ты». Для нас это очень интересно, и для наших зрителей. В 2006 году было введено это звание здесь, в России, у нас в России. И почти 5 десятков городов с того времени, с 2006 по, собственно, настоящее время, получили это звание, звание города воинской славы. До этого было звание город-герой. Вот сейчас часто спрашивают нас, вот в чем разница город-герой и город. Этот вопрос я оставил напоследок, на завершение нашего разговора. Ну хорошо, продолжайте. Да. Ну, то есть наш город, который получил это в 2015 году, 6 апреля, как раз в канун празднования юбилея Великой Победы, мы все восприняли как торжество исторической справедливости. Мы столько сделали. Вот города-герои, их было всего 13, ну, включая город-герой Брест. Крепость. И вот уже в новейшей России уже почти 5 десятков городов воинской славы. Те города, как вы в начале нашей беседы сказали, проявили массовый героизм, совершили массовые подвиги в деле защиты Отечества. Наш город, он являлся не просто, скажем, как во всех многих книгах написано, научных статьях и журналистских публикациях и так далее, нефтяной базой, да, где, допустим, более 80% авиационного топлива. Город-фронт. Да, а это был город-фронт в буквальном смысле этого слова. Вот есть воспоминания и статьи, они в архивах есть, скажем, Анатолия Калинина. Это был наш коллега, журналист, который приезжал с «Комсомольской правды» в 1942 году летом в Грозный. И он так и писал свой репортаж, который газета вышла в Москве, был написано «Прифронтовой Грозный». Прифронтовой Грозный. То есть здесь решалась судьба вообще юга России, без привлечения юга нашей страны, именно на грозненском направлении.
Если кто в этом сомневается, я приведу слова главаря нацистской Германии. Это будет в тему, прошу. Гитлер говорил в 1942 году: если я не возьму Грозный, я буду вынужден остановить войну. Вот в Моздок были приведены несколько тысяч работников нефтяной промышленности, немцы привезли, чтобы не просто захватить Грозный и начать обеспечивать свою армию топливом, да, ведь Грозный обеспечивал Красную армию топливом, а еще, чтобы это сделать буквально, ну прям сходу, уже готовые инженеры, рабочие, привезены из Германии, из Румынии, чтобы сразу войти в Грозный и начать добывать и обрабатывать нефть, чтобы поставлять горючее. Вот на территории Грозного были сформированы многие подразделения, в том числе дивизии, полки, армии даже, если говорить о 10-й саперной армии. Насколько я помню, бронепоезд. Бронепоезд имени Асламбека Шарипова, да, героя гражданской войны, на средства наших земляков. Я уже не говорю и о том, как наши земляки сражались на фронтах Великой Отечественной, на всех фронтах, и под Москвой, и обороняя Ленинград, и защищая Сталинград, везде. На всех фронтах сражались наши земляки. Вот именно мы, нашу столицу, нашей республики, наш город Грозный, мы не отдали врагу, мы стали все вместе, чтобы защитить свой город, и это у нас получилось. Хаважи, будет ли празднование 9-й годовщины со дня присвоения городу Грозному почетного звания «Город воинской славы»? Что нас ждет? Какие мероприятия? Да, конечно, у нас проходит ежегодное возложение цветов к стеле города воинской славы. Также при участии общественного деятеля республики, молодежных организаций. Также планируется в этот день ряд патриотических акций на территории города Грозного. Это в первую очередь, чтобы рассказать именно подрастающему поколению, молодежи нашей об этом дне, о присвоении городу Грозному такого почетного звания городу. И я думаю, что это главное, чтобы донести до подрастающего поколения историческую деталь этого дня. Ну, мы готовимся. Готовимся. К этому. Такие мероприятия. Торжественные мероприятия будут. Да. Без преувеличения можно сказать, что Грозный имел важное стратегическое значение и внес достойный вклад в победу Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. И я это утверждаю. Я могу утверждать это? Конечно, на 100%. Мали, почему? Потому что мы, еще раз повторяю, и ратными, и трудовыми делами приближали победу. Мы и ратными, и трудовыми подвигами защищали нашу Родину. Готовы были к самопожертвованию. Вот взять, я с этой темой, извините за такое слово, ношусь уже сколько лет. Я знаю. Может, я уже надоел кому-то, но тем не менее, я постоянно напоминаю о том, как сооружались оборонительные рубежи на подступах к Грозному. Это очень важно. Вот давайте еще раз. Давайте, чтобы наши телезрители поняли важность этого. Потому что И телезрители наши поймут, я уверен. Прошу. Я теперь цитирую немецких офицеров, которые говорили, когда мы приближались, пошли на Кавказ, приближались к Грозному, к Тереку, нас ждал в кавычках сюрприз. Мощнейшие оборонительные рубежи, которые мы не могли пройти. Это немцы, это противник говорит в документах. Я это знаю, потому что мои дедушка, моя бабушка, мои соседи, к сожалению, всех, кого перечисляют, нету сейчас живых, они непосредственно принимали участие в сооружении этих рвов, и они мне рассказывали, как они работали, как им выделялись там. Мы когда искали в документах, случайно увидели грамоту командующего 10-й саперной армии за доблестный труд при сооружении оборонительных рубежей на подступах к Грозному. Наградить почетной грамотой Джабраила Кадырова. Для интереса взяли, может, это родственник Кадыровых, вот, нынешнего главы республики. Давайте посмотрим. Посмотрели, это родной дядя Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадырова. Его родной дядя. Вообще Кадырова семья же была религиозная всегда, да? Тем не менее, когда наступил час такой, да, ответственный, защиты Родины, когда нужно было защищать землю от немецко-фашистских оккупантов, вот в это время они вышли, вот Джабраил Кадыров, родной дядя Ахмад Хаджи Кадырова, вышел и участвовал в сооружении оборонительного рва и получил грамоту, почетную грамоту. Живой пример того, что Грозный город-фронт. Да. Живой пример. Мы защищали, и мы не дали пройти к нашему городу. Кстати, приведу интересный пример. «Ангриф» была такая нацистская газета. В ней было написано: сегодня, 25 августа, наши доблестные части вермахта заходят в Грозный.
1942 года. 26 августа 1942 года по берлинскому радио сообщалось о том, что город Грозный наконец окружен, и туда вот-вот войдут наши части. Ну, они, как мы знаем, туда не вошли. Оказывается, фейки и тогда были. Были. А что значит для города Грозный и для жителей Чеченской Республики почетное звание «Город воинской славы»? Спрашиваю у вас обоих. Прошу, Хаваш. Ну, испокон веков наш город славился достойными сынами, которые ценой своей собственной жизни защищали нашу республику, свой народ. Говоря о героях, каждый из нас с особой благодарностью вспоминает первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Далгазут Обалдольцина, который вместе с верными соратниками отдали жизнь в борьбе за мирное процветание и будущее нашей республики. И 9 лет назад указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина городу Грозному было присвоено почетное звание «Город воинской славы». И этот день для каждого из нас стал праздником. И, как говорил глава Чеченской Республики герой России Рамзан Ахматович Кадыров, справедливость восторжествовала. Я бы дополнил, Ломар, Прошу. не только что касается подвигов Великой Отечественной войны, я как историк, да, меня немножко тянет туда, чтобы рассказать об этом, но мы себе отдаем отчет и в том, как это звание присуждается, это звание города воинской славы. Что я хочу от вас там есть услышать. целый ряд признаков, целый ряд требований. Вот я и ждал, Которые, когда вы к этому перейдете. Не Прошу. только массового участия в годы Великой Отечественной войны в защите Отечества, не только это. Насколько комфортный город, насколько он ухожен, чистый город, насколько в этом городе чтут память защитников Отечества, как относятся в этом городе к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. То есть это комплекс вопросов. Я помню, когда... Это специально такой комплекс условий вопросов, Я да? помню, да, еще до этого, за несколько месяцев до этого события, если не год, меня попросили, я готовил справки аналитические по поводу участия, по поводу ратных и трудовых подвигов грозненцев и жителей Чеченской Республики в годы Великой Отечественной войны, готовил материал, а потом я узнал тогда, я вроде бы взрослый мужчина, Вроде бы кандидат. когда узнал только тогда, что исторических не наук. только подвиги прошлого, не только за подвиги прошлого присуждается это звание, это основа, да, но еще город должен соответствовать целому ряду требований. А потом выяснилось, блестящая инициатива нашего нынешнего главы республики Рамзана Ахматовича, когда именами живых тогда еще, к сожалению, сейчас нет живых уже, для четвертого. Аминь. К сожалению, где-то среди нас, но они в то время были живые, когда Рамзан Ахматович проявил инициативу назвать улицы сел, городов, где проживают эти ветераны, их именами. Представьте, ветеран Великой Отечественной войны, он живет на улице своего имени, названное его именем, как уважение. Это дорогого стоит. Это дорогого стоит, Это конечно. дорогого стоит. И когда с Москвы приезжала соответствующая комиссия, чтобы проверить, насколько город готов у нас к тому, чтобы получить это высокое почетное звание города воинской славы, они были удивлены этим моментом. Такого, говорит, нигде нет в стране. Помимо того, что у нас город комфортный, ухоженный, чистый, безопасный, как Джабраиль говорил сейчас, в этом спору нету, но он еще и город, где чтят память о своих защитниках Отечества. А что должен чувствовать житель города Грозный, житель Чеченской Республики в этот день? Ну, конечно, это, как Ислам отметил, думаю, что это исторический день для города Грозный и в целом республики. И каждый житель должен чувствовать гордость за свой город, за свою республику, так как почетное звание города воинской славы именно получила наша столица, и в этом вопросе справедливость восторжествовала. Я думаю, что 6 апреля это день, как каждый житель может праздновать этот день, с гордостью говорить об этом дне, рассказывать подрастающему поколению и передавать это уже нашим подрастающему поколению. Ислам, вот скажите мне, а в чем особое значение присвоения звания «Город воинской славы»? Это очень большое значение имеет, добавляя то, что сказал Джабраил сейчас буквально.
житель Грозного, житель Чеченской Республики должен испытывать гордость прежде всего. Гордость, но и рядом ответственность. Я живу не просто в каком-то городе, да, небольшой город, там, да, если взять, там, сравнить там мировые, там, да, эти крупные мегаполисы, сравнительно небольшой город, но я живу в городе воинской славы, живой истории. Конечно, мы должны ощущать себя жителями героического города. Вот смотрите, когда в 2005 году, в 2004 году известные события произошли, в том числе и печальные события в нашей истории нашего региона, но произошло еще одно событие в этот период, когда Владимир Владимирович Путин, президент России, открыто, наконец, с первых уст первого лица государства сказал, что чеченцы храбро сражались на фронтах Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков. Но их погрузили в вагоны и отправили в Казахстан и Среднюю Азию, и это была высшая несправедливость. Это стало первое должностное лицо, главное должностное лицо государства. Вот. И это мы тоже почувствовали, мы тоже это храним в памяти. Чеченцы, нас некоторые, писатели, какие-то историки называют мстительным народом, да, что они запоминают, когда им сделают плохое. Я хотел бы немножко подправить этих авторов и 19, и 18, и 20 веков, что, может быть, чеченцы мстители, но чеченцы — это самый благодарный народ. Чеченцы, которые всегда помнят, когда кто-то протянул руку помощи, когда кто-то помог чеченцам, даже кто-то сказал доброе слово. Поэтому мы такие вещи... Вы эти правки делаете? Да. И правильно? Тут я вас поддерживаю. Ахалаш, Грозный не раз признавался лучшим городом в разных рейтингах, а также самым дружелюбным, чистым, красивым, безопасным. Мы уже об этом говорили. А в чем секрет города Грозный? В чем его уникальность? Столица нашей республики, несмотря на небольшой возраст, имеет очень богатую и насыщенную событиями историю, в числе которых и, как нам известно, 2 военные кампании. Как я и говорил, такое стремительное восстановление и последующее развитие города именно связано с именем главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который неустанно работает для своего народа и воплощая в жизнь мудрые заветы первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. И чеченский народ гордится своим лидером и во всем его поддерживает. И в этом и заключена вся суть. Хорошо. А что является, на ваш взгляд, сейчас спрашиваю у вас, визитной карточкой города Грозного? Потом у вас. Сложно, конечно, выделить определенный один объект в городе. Достопримечательностей и туристических объектов в городе становится больше. И лично для меня визитная карточка города Грозного — это является мечеть сердца Чечни имени Ахмата Хаджи Кадырова. И туристы, которые приезжают в город Грозный, и об этом не раз говорили, даже посещают мечеть нашу. И я думаю, что чисто, на мой взгляд, является мечеть сердца Чечни. Ваше мнение? Во-первых, поддерживает Джабраила. Действительно, эта мечеть, как раз ее планировал еще при жизни Ахмат Хаджи Абдулхамидович. Рамзан Ахматович реализовал этот проект. Да? Это было первое такое крупное строение. Эта мечеть была восстановлена после того, как мы восстановили церковь православную. Мы показали наше толерантное отношение ко всем жителям республики. Это был крупнейший объект. Он стал символом на гербе нашей столицы, нашего города воинской славы. Это, конечно, это визитная карточка можно звать, но я хотел бы добавить, если говорить там номер 2 объект, все-таки свой родной мемориальный комплекс славы имени Ахмата Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, потому что все туристы, все официальные делегации, когда приезжают именно в мемориальный комплекс славы, еще и потому, что это не только музей славы последних там 300 лет, это еще и музей, связанный с описанием жизненного пути Ахмата Хаджи Абдулхамидовича Кадырова. Вот нашего первого президента, героя России, Ахмата Хаджи Кадырова. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный и актуальный разговор получился. И мой последний вопрос к вам обоим. Сперва к вам, Ислам. В чем должна быть основная значимость военно-исторического наследия города воинской славы? Вот такой вопрос.
знаете, во-первых, мы должны восстановить все имена защитников нашего Отечества. Еще этот процесс идет, и еще он, кстати, не закончен, к сожалению. Ну, мы знаем, что мы пережили, какие события мы пережили, мы знаем и в 40-х годах, и в 90-х, и в начале нулевых годов. Все мы знаем, что мы пережили, но тем не менее, историческая память, она сохраняется. Мы ее должны сохранять. Мы должны передавать нашим молодым поколениям, нашей молодежи вот то ценное, что мы перенесли. Вот сейчас говорят там, почему постоянно говорите об этой Великой Отечественной войне? Почему там постоянно говорите там, да, там, о выселении народа? Ну и других событиях там и так далее. Ну как, если народ не помнит? Если не мы, то кто? Да, то кто, да. Мы должны это аккумулировать, помнить и передавать. Но передавать как? Передавать так, чтобы, во-первых, ошибки не повторялись. Я здесь не оригинален об этом, и нынешний глава республики говорил, я знаю. Это как есть, как повторяюсь, да. То есть мы не повторяли ошибок, вот этих, которые были, да, и чтобы могли быть защищены. То есть у нас был иммунитет от вот таких провокаций, втягивания нас в эти катастрофы и так далее. Я знаю, что вы знаете, Ломали, мы не первый год, даже не первое десятилетие, вот вместе с вами выходим в эфиры, сотрудничаем, работаем, вы знаете, что именно на ваших эфирах я говорю все, что, как говорится, мне в голову придет, потому что знаю. Поэтому я вас пригласил да. сегодня в эту студию. Вот я скажу, что вот мы должны быть благодарны тем людям, которые боролись за это, те, кто боролся за справедливость эту. И я сейчас скажу такую вещь. Наш город, он еще и город трудовой доблести. Я надеюсь, очень надеюсь, что скоро это звание пополнит копилку столицы нашей республики, чтобы воин... А то я подумал, что я пропустил. Воинской славы, это сомнений нету, еще и трудовой доблести. Некоторые даже меня упрекают в том, что я очень много писал в своих книгах и статьях, публикациях о вот этом трудовом подвиге. Да, я думаю, я все-таки настаиваю на своей правоте, вы уж извините, но 90 наименований военной амуниции, техники, снарядов, боеприпасов выпускалось здесь. Мы давали 90, почти 90% авиатоплива для всей авиации Красной Армии. Здесь были штабы полков, здесь были штабы дивизий, армий. То есть, ну, такое значение нашего Грозного. И почему мы должны об этом молчать? Мы должны об этом говорить. А действительно, а почему об этом надо молчать? А почему об этом не надо писать? Тут я вас поддерживаю. Пишите, пишите. Есть что добавить, Хваш? То, что хочется добавить, и, как Ислам сказал, глава республики Герой России Рамзан Ахматович Кадыров уделяет этим вопросам особое внимание. И историю года Великой Отечественной войны, и сегодня именно, я думаю, что занимаются комиссии по этим вопросам. И, как сказал Ислам, самое главное, я думаю, что это историю именно нужно передавать подрастающему поколению, чтобы через некоторое время, чтобы через информационные ресурсы, чтобы не обманывали нашу молодежь и подрастающее поколение. И думаю, что от этого будет результат большой. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на мои вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И кандидат исторических наук, телеведущий ЧГТРК «Грозный» Ислам Хатуев. И помощник мэра города Грозный Хаваджи Хажмурадов. И напоследок, дорогие друзья, я поздравляю город Грозный, Чеченскую Республику с днем присвоения городу Грозный звания «Город воинской славы». А теперь действительно напоследок. Не болейте. Будьте здоровы.